Южная Осетия с гордостью встречает 35-ю годовщину провозглашения республики. В торжествах принимает участие делегация из братской Абхазии, возглавляемая президентом. В знак крепкой дружбы и взаимопонимания состоялась встреча абхазского лидера с его юго-осетинским коллегой. Спасибо, что нашли время, возможность приехать, поздравить народ Южной Осетии с таким юбилейным праздником. Вы знаете, что сегодня республика празднует 30-летие провозглашения республики. Это для народа Южной Осетии особая дата. Эти 35 лет, как народ Южной Осетии, так и народ братской республики Абхазии прошел с испытанием. Было все. Была боль, была трагедия, были слезы, как горя, так и радости, были победы. Мы вместе с нашими братьями, пройдя через испытания, добились признания. Сегодня Южная Осетия является признанным суверенным государством. Это, конечно же, создает фундаментальные основы для развития республики, для сохранения этноса. И мы искренне рады, что у нашего братского народа Южной Осетии все складывается. Народ Южной Осетии заслужил жить в мире, в созидании, в благополучии. И мы желаем всего самого наилучшего нашему братскому народу. Мы, конечно же, отмечаем особый уровень взаимоотношений между нашими странами. И, откровенно говоря, у нас есть потенциал, над которым мы дополнительно должны приложить усилия для выработки наиболее эффективных механизмов для усовершенствования наших межгосударственных отношений. За эти годы более 40 соглашений подписаны. Главное, чтобы эти соглашения были наполнены реальными делами. Мы со своей стороны обязательно будем стараться развивать эти взаимоотношения. Это ключевой принцип и подходы, наши совместные подходы. И это в интересах наших народов. Указом президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева президент Абхазии Бадра Гунба награжден одной из высших наград страны – Орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие сотрудничества между двумя республиками. Кульминацией торжественных мероприятий стал военный парад над театральной площадью Цхинвала. С трибуны с зашествием военнослужащих и колонной техники наблюдали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и делегации из дружественных республик. К участникам и зрителям парада обратился президент Южной Осетии Алан Гаглоев. То сегодняшняя мирная и свободная жизнь Южной Осетии была бы невозможна без исторических решений, принятых 20 сентября 1990 года, без проявленной всем народом мудрости и воли, мужества и стойкости, самоотверженного труда, невероятной любви к родине. Президент Абхазии Бадра Гунба пожелал юго-осетинскому народу мира, благополучия, новых свершений на пути процветания республики. Президент Абхазии отметил, что история наших народов во многом перекликается, а отношения между странами традиционно носят братский характер. Дорогие друзья, для меня большая честь сегодня находиться здесь и вместе с вами разделить радость этого замечательного праздника 35-летия провозглашения республики. Это событие имеет историческое значение. Оно является символом мужества и исторической памяти народа Южной Осетии, который на протяжении десятилетий отстаивал свое право на свободу и суверенное государство. Путь к независимости никогда не бывает легким. Народ Южной Осетии прошел его с колоссальными испытаниями и жертвами, но именно эта борьба стала фундаментом для независимого юго-осетинского государства. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко зачитал поздравительное послание от имени президента России Владимира Путина. Для меня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и зачитать его приветствие. Уважаемый Алан Эдуардович, уважаемые граждане Республики Южная Осетия, примите самые теплые поздравления по случаю Дня Республики.
символом мужества и силы духа юго-осетинского народа, отстоявшего в упорной борьбе свое законное право на свободу и независимость. Уверен, что отношения добрососедства и союзничества, существующие между нашими странами, будут и впредь плодотворно развиваться. Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемирное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития. Отдельной колонной в параде прошли ветераны боевых действий, участвующие в миротворческих операциях и боевых действиях в Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР. В колонне проходят славные ветераны боевых действий. Те, кто участвовал в миротворческих операциях и боевых действиях в Южной Осетии, Абхазии, Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. Президент Абхазии Бадра Гунба вместе с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и другими почетными гостями посетил этнографический праздник «Осетинское подворье». Дорогие братья, сегодня для нас честь находиться вместе с вами на этом замечательном празднике, праздник, который длился очень тяжело, ценой жизни сотен ребят, героев, благодаря кому сегодня народ Южной Осетии может праздновать и чествовать День Республики. Мира, процветания, всего самого наилучшего народу братской Южной Осетии. Президент Абхазии Бадра Гунба подвел итоги участия абхазской делегации в первом международном экономическом форуме. Аԥснауажәлари ихыргаз еиԥшуп, иахьа арҭ аусмҩаԥгатәқәа ҳхәы иархәаны еиуеиԥшым аусеицуразы ашәҟәқәагьы напы аҵаҳаҩит, сара сгәы иаанагоит иаҳа инарҵаулны ҳусеицура ахәыҵыԥстәыла иаҳа имадара арӷәӷәара ашьаҿақәа нагӡатәуп. В рамках празднования запланированы концерты, выставки, спортивные соревнования, народные гуляния, призванные вовлечь всех жителей и гостей в атмосферу торжества. Визит делегации из Абхазии подчеркивает тесные дружеские связи и солидарность между двумя республиками, стремящимися к укреплению безопасности и сотрудничества. Кунда Шоуа, Роберт Жопуа, Роберт Лумия, Абхазское телевидение.